Пожалуйста. А на самом деле, как вы думаете, вы тоже согласны с тем, что это не система, это единичный случай, и спецслужбы с ним разберутся? Нет, я так Еще чуть поближе микрофон, будьте добры. Ваше мнение, да? Я так не сказал бы, потому как наш коллега уже сказал, геополитическая обстановка. Опять же... Заинтересованных много в этом, да. Опять же, это не единичный, то есть не один человек пошел с подрывными действиями, а опять же группа лиц. То есть, если бы это был бы конкретно одного человека вопрос, или же выяснение отношений, то я не думаю, что насмерть пошел бы второй вообще, даже не брат, не сват. Да. А это уже группа лиц. Как мы сейчас уже посмотрели, вот сюжет, действительно, пару лет назад в Республике Ингушетия стала мирная жизнь. То есть дестабилизация обстановки абсолютно отошла на второй план. Особенно по сравнению с соседним Дагестаном, там вообще разница была. То есть если взять так вот по душу населения или же по уровню вот этих террористических актов, наибольшее количество, оно приходилось на Республику Ингушетия. Настолько они были частые, что население уже привыкало к этим взрывам автомобилей, то есть одиночных убийств, то есть этих террористических и экстремистских действий. Страшно подумать, как к этому Но с приходом к власти Юнусбека Бамадгиреевича и системно налаженной этой системой борьбы с терроризмом, с экстремизмом, спецслужб, нужно отметить особенное отношение спецслужб. Система заработала по-другому, да? Система заработала, колесо это, то есть, закрутилось, и оно в очень быстром порядке разрешило этот вопрос. Наступила мирная жизнь, опять же, люди начали забывать. То есть они перестали привыкать к взрывам, ко всем остальным. То есть, стали к хорошему привыкать. То есть мы стали слушать эти выстрелы только в воскресенье, и оно было как бы обыденно. На свадьбах. Да, на свадьбах. Небо. Да, и никто уже в окно не выглядывал, и никто уже никого не... А так раньше как было? Раньше мы, если не каждый день, то через день именно были на похоронах. Одна часть Ингушетии, как говорится, была на похоронах у другой части. И совсем край, когда на похоронах взрывали. Население-то, в общем сказать, небольшое. И поэтому, если, опять же, у нас сейчас наш факт, который произошел вчера, 17:30, это факт двух сторон, то есть силовой структуры и, скажем так, ну, назовем это террористов. Опять оба молодые люди. И нападавшие молодые, и погибший сотрудник ДПС, тоже молодые, которому жить да жить. То есть, что бы это казалось, личные отношения нет, я не думаю. Две бомбы многовато для личных отношений. То есть это четко отложено, системно. Они напали сначала одиночными выстрелами, а потом же, то есть отвлекая сотрудников на нападение, то есть стрелковым оружием. Схема была. Была четко отложенная схема. То есть опять же начали работать на дестабилизацию. То есть возвращение к старой системе. Но откуда появляются вот эти террористы, скажем, эти экстремисты? Возможно, даже это те, которые ранее отбыли в Сирийскую республику, которые там получили навыки, но, как здесь заявляют в телевидении, как нам известно, 20 лет человеку. То есть ему не то, что там есть время отбыть куда-то, научиться этому и прийти обратно. Это во сколько он должен был бы уехать? Да. Опять же, ну, я думаю, это делается для дестабилизации. То есть есть какая-то системная это. Опять вторая сторона. Кто-то должен научить сделать эту бомбу. Нет, ну кто-то стоял, кто-то запудрил им мозги, кто-то дал им в руки оружие. Да. Кто-то вот эту схему научил, как с какой стороны подходить, как отвлекать, чтобы кто-то успел дойти. Это нападение, я думаю, это системное нападение. То есть системное в каком отношении? То есть это обученные. Неважно, их профессионально обучили, непрофессионально обучили, но это обученные. Готовились, вы имеете в виду? Готовились. Они готовились, не спонтанно. Они готовились, возможно, и за пределами республики, скорее всего, даже и за пределами.
Потому как этот вопрос у нас отношений других регионов, я думаю, стоит на высшем уровне, начиная там со школ, с вузов, с институтов. Везде идет профилактическая работа. Во всех муниципальных округах, городов, районов есть специально созданные программы. Профилактика терроризма, экстремизма, противодействие профилактике терроризма и экстремизма. Выделяются средства, ведется агитационная работа. То есть, возможно, даже недоработка духовенства. Возможно, и такое возможно. Но я как Но не в целом, а в конкретном случае вот с этим парнем. Какая-то часть доли в этом тоже, я думаю, есть и в отношении духовенства. Вот это лично мое мнение. Вот. А что мы можем тогда сделать? Чтобы на самом деле этих парней вот не ломали, не вкладывали им в голову свои идеи. Ну, вроде как уже обсуждали, все вроде есть. Но что-то мы упускаем. В отношении социального быта для молодежи, вот, спортивных вот, объектов и других клубов, я думаю, есть все. Есть все. Не хуже, чем в других регионах. Есть вузы, есть факультеты, есть технические учреждения, есть колледжи. То есть на любой уровень, слой населения у нас есть. Но если у молодого человека есть вопрос, ему есть куда достучаться за ответом. То есть в отношении государственного плана. Значит, есть вторая сторона. Вторая сторона, которая агитирует на подобные действия. Кто-то там в тени работает. В тени работает.